Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа. Один из нас, который уже более 10 с лишним лет, получается, с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Историки. Мы продолжаем тему о готовности Якутска к великому отмечению своего 400-летия, на самом деле. На этой неделе президент страны подписал указ о праздновании 400-летия Якутска. То, что президент наш поддержит, Владимир Владимирович Путин, как-то он, наверное, я думаю, что у жителей республики не было каких-то сомнений. Я думаю, что 400-летие города Якутска – это вполне то событие, которое достойно широкого празднования. И, ну, а к тому, что мы готовы или не готовы к этому событию, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Да. Я согласен, в первую очередь, это не только научное сообщество, да, это в первую очередь отцы города, то есть, грубо говоря, руководители ЖКХ должны расстараться так, что свою юбилейную дату якутск должен встретить в полном боевом обличии и, грубо говоря, здравом виде. Да? Абсолютно с этим согласен. Как бы вглуби материковой части, да, но Якутск, тем не менее, обладает неким таким значением форпоста. А как это вообще так получилось, что где мы находимся и где Тихий и прочие океаны? Сергей, наверное, к вам, наверное, обращусь, потому что какие-то искры я вижу в ваших глазах, да. Но... Как аласный вот этот Якутск может влиять на Тихий океан? Ну да, ну надо понимать, что аласным Якутском он как бы не был, да, в 17 веке. Это была в первую очередь такая военно-административный центр. А именно вот его такая функция обусловила, что Якутск стал, ну, с одной стороны, форпостом, сейчас говорят, да, с другой стороны, наверное, правильно сказать, базой для вот всевозможных экспедиций, сначала вот военно-административных в 17 веке, а потом уже в 18-19 веке базой научных экспедиций он становится, да, из которого вот уходили люди изучать, открывать, присоединять. Служилые, да? Ну, сначала служилые, потом научные, причем там как бы ученые не третьего, да, ряда, а вообще там общемирового значения. Люди у нас бывали в Якутске и потом совершали открытие вот тех самых земель, которые тогда не были, а сейчас стали вот там Приморьем, побережьем Тихого океана, Камчатки и далее уже до другого континента. Всю историю люди торговали, да, и те же первооткрыватели Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, в любом случае это были промысловики вначале, а потом с 15 века, наверное, искали вот этот северо-восточный проход, в связи с чем, собственно, состоялись и экспедиции Беринга, и другие экспедиции. И поэтому искали, ну, что искали? Конечно, арктические эти северные земли не были с точки зрения там, сельского хозяйства и так далее, привлекательными, и искали торговые пути с Китаем. Так что аналогии абсолютно те же самые, что и раньше были. А в свете экспансии, скажем так, администрации Трампа на Гренландию, да, у нас и совершенно иные аналогии воспринимаются тоже. То есть вот эти фактории и все прочее, которые торговали и американским оружием, в том числе, да, винчестеры и прочее, американскими продуктами еще в 20 веке на побережье Северного Ледовитого океана, они существовали, это исторический факт тоже. Да. Один мой друг, он долгое время жил в Китае, изучал, грубо говоря, кунг-фу. Да? И он говорит, у китайцев есть замечательная, ну, говорит, особенность. Они, глядя тебе абсолютно искренними глазами, говорят, вот висит карта северных территорий, да? По которому ваша территория – это наша. И вообще, что твой предок делал, когда мой предок, сидя на берегу Янцзы 3000 лет тому назад, на рисовой бумаге тушью каллиграфически выводил иероглиф? Ну, собственно, даже... Китайская экспансия
В 17 веке это была не красного слова ради, да? И не только китайская. Да, поэтому Россия подписала в конце 17 века Нерчинский договор. И, в общем-то, Россия и тогда еще боялась того, что будет война с Китаем. Собственно, и участники экспедиции, второй уже экспедиции Беринга, это академический отряд, они пытались ответить на вопрос, собирается ли Китай войной на Россию и что в этом случае делать. Поэтому эти вопросы, взаимоотношения с соседями, они всегда были... Остро стояли. Ну, они всегда, если есть соседи, когда-то часть территории была нашей, когда-то, я не имею в виду в Китае, вообще в целом приграничные территории России, они когда-то наши, когда-то чужие, мы сейчас их воспринимаем чужие, когда-то это были наши территории. Ну, вот все движется, в том числе и соседские отношения из дружелюбного переходят во вражеские и наоборот. Нет, ну, ко времени основания Якутска ближе всего какие ярчайшие, скажем, такие искрящие даты? Абазин? Да, это вот так называемая война на Амуре, по результатам которой, собственно, потом Нерчинский договор заключали. Это попытка, ну как не попытка, короче говоря, попытка Китая и России установить между собой границы. Вот они впервые как бы повстречались непосредственно до этого, как бы, естественно, в России и в Китае знали о существовании друг друга, но вот как раз 17 век — это время, когда эти два государства встретились непосредственно, и, естественно, такие встречи двух государств ну, вызывают определенные трения, что выразилось вот в военных действиях на Амуре, но там довольно сложная история, там можно часами говорить о взаимоотношениях с Китаем. Там были не только военные действия, но и посольства отправлялись, торговля, естественно, это вообще как бы практически на первом месте. И вот такая утряска, да, произошла, результатом которой стал Нерчинский мирный договор, по которому вот территория Амура, она вот иногда говорят там типа Китай стал, но на самом деле договор-то говорит о том, что вот территории по Амуру, они становятся такой как бы нейтральной полосой, на которой ни русские, ни китайцы, опять же, да, китайцы, на самом деле, вот маньчжурская династия, которая тогда вот утвердилась в Китае, они не могли строить какие-то вот укрепленные пункты, поселения. Демилитаризованная зона. Ну, да? что-то типа такого, да. Вот Нерчинский договор говорит об этом. Всплывает теория такая, что Якутский острог на самом деле не от воинствующих местных отрядов. Я знаю, о чем да. вы говорите. Да. Это не теория, на самом деле, это отражено в документах. Когда начинались вот переговоры с Китаем, в 17 веке китайцы выдвигали требования о том, чтобы, это в документах записано, о том, чтобы русские отошли за Лену, реку. То есть не Амур, чтобы стал пограничной рекой, а река Лена. Но не надо к этому относиться, что китайцы считали, что их территория до реки Лены — это просто такие дипломатические переговоры, где они выдвигали, ну, как бы большие требования для торга, который, собственно, и произошел. Вот. Но еще надо иметь в виду, что для 17 века вот Якутск, он имел статус пограничной крепости. Для нас как бы сейчас это... Я и говорю, где Якутск, где Китай, Якутск, да. где Китай. Но вот если посмотреть на карту 17 века, вот карту, где остроги, да, обозначены, то видно, что вот есть несколько укреплений по Амуру, это вот Албазин, Нерчинск, а дальше такая дыра, и следующая вот линия укреплений, она вот как раз по реке Лени проходит. Второй эшелон. Ну да, грубо говоря. И Якутск там главная крепость. И вот именно с этой целью, с укреплением, да, пограничных крепостей, как это называлось в формулировке 17 века, действительно были проведены работы в 80-х годах 17 века по реконструкции, да, говоря современным языком, Якутской крепости. Вот ее последнее усиление, когда ее перестроили, вот воеводы Преклонский и Кравков, вот максимальное вот расширение крепостных сооружений,
но которая после Нерчинского договора потеряла всякое значение. Но, тем не менее, стереотипы же остаются стереотипами. Вот, долгое время башня нашего острога, она в народе также называлась башня Дыгына, и, дескать, якутский лидер томился именно в этой башне. Там, ну, есть такое, скажем так, бытует Это мнение. стереотипы 19 века, когда менялись значения слов, потому что в 19 веке острог, он ассоциировался с тюрьмой. А это вот полицильные, потом Манчары. на 20 век это все перекинулось. Но для 17 века, о котором мы с вами в данный момент говорим, острог — это чисто крепостное военное сооружение. Фортификационный. Фортификация. То есть в башнях крепостных никаких заключенных не держали. На территории Якутской крепости была острожная тюрьма. На планах она отражена, ее как бы там обозначали. То есть внутри крепости было специальное сооружение. Ни в каких башнях там пленных, заключенных не содержали. Не держали. Окей. Другое назначение этого. Конфликт с Китаем отходит, скажем так, исторически более глубокие слои. И следующий этап развития Якутска, он связан с великими экспедициями. Да? Когда здесь... И как раз по этому поводу вы замечательно провели организационное собрание вот, в библиотеке на этой неделе. Анна Николаевна, как замруководитель, давайте с вас начнем. Все-таки с чудным названием «Человек Витус Беринг» и его деяния каким образом ударили по быту якутян? Вообще я хотела бы обратить внимание на то, что здесь еще одна очень важная параллель с современностью. Да? Это связано с именем Петра I, который, собственно, выбрал Витуса Беринга и отправил в экспедицию в 1724 году. Он указ перед смертью как раз совсем подписал, 24 декабря. И 6 января он где-то уже написал свою инструкцию, да, каким образом видит вообще экспедицию Беринга. И это очень важный момент, потому что Россия именно тогда заявила себе как об результаты экспедиционных исследований Витуса Беринга под командованием капитана-командора, заявила о себе как арктической державе. И вот Северный морской путь, вот, Северо-восточный проход и так далее, вот эта тема, она имеет как раз историю, когда Россия о себе очень серьезно всему миру заявила. Потому что те открытия Беринга, они же подвергались сомнению очень много лет. И Джеймс Кук, только, которого, кстати, вот говорите о каких-то легендах и так далее, но съели, да, его не съели тоже, аборигены не съели Джеймса Кука. Вся история в основном она состоит из таких легенд, баек, преданий, и не всегда она сопряжена с реальными фактами. Вот, и он подтвердил и, кстати, предложил назвать пролив именем Беринга. Как это повлияло на город Якутск? Ну, в то время это было достаточно такое тяжелое явление, потому что бесплатные подводные повинности. Вообще все эти открытия, они без нашего... Вчера как раз мы обсуждали, вчера это было? Позавчера. Обсуждали вопрос постановки, была такая идея воздвигнуть памятник рукотворный Витусу Берингу. Да? У меня мнение такое. У нас вообще очень персонифицированное восприятие истории. Мы говорим великий сперва об одном человеке, потом тут же говорим великий. И поэтому, когда школьные конференции проходят, дети спешат любому имени, какому-то историческому, приписать слово «великий», чтобы, не дай бог, не ошибиться. Школьники. Рефератах, да? Да, их научные руководители. Поэтому вот это вот один человек, ну, он и сейчас в поле не воин, и тогда тем более. Поэтому, потому что все равно была подоплека Витусу Берингу, он же тоже, это все идеи витали в облаках, ну, не в облаках, они все-таки витали в умах научного и ненаучного, великих умов человечества витали. Их подхватил Витус Беринг и Петр I, и, значит, эта экспедиция состоялась. Но когда они в реале, вот эти все свершения совершались, то это все на плечах нашего народа.
да, тех жителей, которые здесь жили. Бесплатные подводные повинности. Люди же, они, экспедиционные исследования тех лет, они очень хорошо снабжались. Это самая крупная экспедиция в мире до сих пор, считается самым масштабным, таким крупным событием с учетом научных, и у них очень хорошо снабжались. Во-первых, там вино пили ведрами, варили пиво, были прачки, все это очень хорошо снабжалось. Здесь светская жизнь того времени, когда здесь пребывала Витус Беринг, она проходила так, ну, сам Беринг писал, что, конечно, скучное ему пребывание здесь предстоит, и все-таки лучше в плаваниях все это время пребывать, чем вот, значит, пребывание в городе Якутск. Но, тем не менее, здесь он жил долгое время, пугал население вот своими, по доносам, то, что мы знаем, санями, на котором сидели 30 человек и сколько-то трубачей, ездили таким по городу Якутску тогда, устраивали дуэли, потом писали друг на друга доносы. В основном население состояло в то время тогда из мужского населения, поэтому играли музыку, пели песни. Между тем, когда исследования, вот ученые, когда работали, они же не ездили в какие-то дальние населенные, они просто говорили, вот где-то там живет вроде бы шаманка Хамолта Сахтавова, да, и ее с Южной Якутии, где-то в районе Алекминска, ее везли сюда, в Якутск, для того, чтобы с ней профессура тут с ней пообщалась, и каким-то образом вот, значит, все эти работы писались. Да. Много предметов, артефактов и так далее с той экспедиции попало в музей Санкт-Петербурга? Ну, я, наверное, могу сказать, к сожалению, вот эти великие экспедиции XVII века в материальном плане оставили после себя очень мало. Вот наследие. Недавно было несколько выставок в российских музеях, посвященных вот Берингу и камчатским экспедициям. Они буквально там по крупицам со всей России собирали. То есть нет такого музея, чтобы вот в фондах там полностью была представлена камчатская экспедиция, скажем, ну или какая-нибудь экспедиция там, 18 века. Жалкие там крохи, ну потому что тогда вот музейных собраний в нашем понимании не существовало. Сказать о том, что вообще никакого вклада не оставили, конечно, это не так. Вообще с созданием в самом начале Кунсткамеры она создавалась. Только вообще первые экспедиции, вот когда изучали народы, да, они я вообще... имел в виду в материальном плане. Я в материальном плане, они создавались, да, они создавались именно для того, чтобы собрать вот именно материальные предметы, самые странности, необычности и так далее. И поэтому все это собиралось, все это отправлялось в Петербург, бережно, в общем-то, хранилось. Были первые, значит, еще Мессершмиттом археологические изыскания, золотые курганы, вот это все. Но просто, к сожалению, с течением времени XVIII век в наших музеях не сохранился. Вот. Но, к счастью, сохранились, я почему все время оговариваюсь, говорю, архивы, они обеспечили сохранность архива. Собственно, мир, да, ну, о Семене Дежневе похода знали, что были некие там походы, да, он, конечно, имя его не было известно миру до тех пор, пока участники экспедиции Беринга, вообще академического руководителя, фактически руководителя академического отряда, первый историограф Сибири, Москвы, ну, Якутии в том числе, конечно, Герард Фридрих Мидлен не обнаружил у нас в архиве записку о походе Семена Дежнева. Так весь мир узнал об имени Семена Дежнева. Я не хочу упускать мысль, да, то есть вместо памятника Витусу Берингу вы помните фильм вот этот «Армагеддон», да, где команда вот этих, на самом деле, геологов просто такой стройной шеренгой в слоу-моушене так выходит к шаттлам, да, вы предлагаете памятник команде, той академической команде, да?
когда мы обсуждали, я еще обратила внимание на то, что я всегда говорю, когда на эту тему выступаю, я всегда начинаю с того, что просто речь шла о том, что он датчанин, и вот спасибо датчанинам за то, что, значит, нам дали историю, нашей истории такого человека, как Витус Беринг. Не умаляя вообще заслуг Витуса Беринга, все-таки говорить о том, что вот датчане, немцы, там еще кто-то, да, там поляки, это неправильно, потому что эти люди были на русской службе. Тогда, тем более в XVIII веке, был самый престиж работать где? В России. Самые высокооплачиваемые работы везде. И все какие-то великие умы, они, вот есть предание, как Стеллер бежал за каретой Петра I, и он сны видел о том, что он будет работать на русской службе. Это было очень престижно работать на русской службе. И поэтому эти были уроженцы других стран, но тем не менее они служили российскому государству. Это российские некоторые подданные. из них, тот же Беринг и Миллер, насколько я помню, они были вообще подданными Российской Да, империи. потом Они приняли в подданство, да. переходили. Потом приняли подданство российское государство. Это важный момент. А потом все-таки не было бы Витуса Беринга, если бы не было решения Петра I. Поэтому все-таки, да, Витус Беринг, но Петр I. Беринг, мы знаем его, эту экспедицию, историю этих экспедиций, камчатских экспедиций, потом вторую из которых стали называть Великосеверной. Кстати, по-моему, это северная, она стала позже в XIX веке, и уже где-то в 20-е, наверное, Толь на самом начале 20-х он назвал ее Великой Северной экспедицией. Да. Они не были такими, если бы не было научного отряда. То есть это не совсем история военно-морского флота, хотя в первую очередь это история военно-морского флота, но и как средство достижения. Академии наук. Да? И Академии наук. И не было бы вот такого всплеска того знаний, которое получил, когда ученые сюда приезжали в 18 веке. Это было по ходу, опять же, об аналогиях, это как выход в космос. Потому что люди не понимали, куда они едут, на каких языках разговаривают, какая культура, чем живут, чем питаются. И для них это был как выход в космос. И поэтому миру был открыт вот наш космос. Да. Да. Ну, а по поводу еще вот средства, да, вы сказали. Достижения. Достижения. Да. Но вообще надо помнить, что Витус Беринг, Иван Иванович Беринг, он был руководителем. То есть вот и военно-морских, потому что вот начальники отрядов — это все военно-морские офицеры, и академический отряд, ну, правда, у них там с академическим отрядом они определенные трения в плане подчиненности, да, но возглавлял экспедицию Витус Беринг. Он не главенство, он официальным руководителем. Не, ну взять космические экспедиции, да, то есть полковник какой-нибудь ВВС, он является руководителем всей экспедиции на Международную космическую станцию, куда и космонавты, и исследователи входят там, и... Да. Но сейчас умеют договариваться. На самом деле история говорит о том, что вот когда вот здесь были разделены, значит, военные и гражданские, скажем, академики, они в параллельных пространствах существовали, и все хорошо, кроме вот отряда Лосиниуса, который, значит, от цинги никто не умер, так не пострадали, и результаты были замечательные. Да? А когда вот отряд Толя, например, первая русская полярная экспедиция, вы знаете, Толь погиб в ходе экспедиции, как раз случилось наоборот, когда гражданские стали руководить военными. Если бы не Толь руководил экспедицией, да, а все-таки не мешало военным выполнять свою работу, экспедиция могла бы состояться без тех плачевных результатов. То есть гражданское управление менее эффективное, чем военное, вы хотите сказать? О, я не хочу делать такие выводы на таких, Вы только что это сказали, на этих коротких фрагментах, но в данном случае, да, в случае экспедиции... Иван Ивановичем вы назвали Беринга, да? Ну, так он по российским документам проходит. Нет, на самом деле вспомним даже Мюнхгаузена, да, который
Ну, это известная практика Примерно такой же, 18 да. века, когда для удобства скорее общения, и тем более, если они вот на русской службе или переходят вообще в подданство Российской империи, им как бы в официальных даже документах, а может и в неформальном общении присваивали такие по аналогии Нет, русские имена. на самом деле, просто, еще раз, иностранцев на службе у государства российского было огромное количество. Да? И это, как вы верно подметили, практика такая. То есть платили больше, удовольствия было больше, интереснее было, да, жить в целом. Да что говорить, что если в Европе существовали целые государства, бюджет которого пополнялся только за счет, скажем так, военной службы на территории других государств. Да, были. Гессен вспомним, да? Вот то же самое, как Академия наук, например. Да. У нас говорят, ну, во-первых, Российская Академия наук, она всегда работала на потребу обществу, правительству, но между тем она была полностью на бюджете. А вот другие Академии наук, как правило, зарабатывали половину от доходов своих за счет выпуска календарей и так далее. Наполовину были, что называется, на хозрасчете. Поэтому у нас, Это конечно, в 18 веке? Это в 18 Да. веке. А наш полностью был на бюджете. Более того, те, которые ездили в экспедиции, они получали еще двойное и тройное жалование. Это кто какие академии секвестировал в 18 веке, что они календари выпускали-то? Алло. Это в других странах Это было. во Франции, Пример. в Англии. Да. Но поэтому те... Кстати, этот порядок вот в Российской империи, насколько я понимаю, ученым вот с Европы очень нравился, что им не надо тут бизнесом заниматься, а вот можно посвятить себя Нет, тогда я понимаю, почему, скажем так, и англичане, и французы, скажем, с Египта, да, они вытаскивали огромные объемы, скажем так, ну, целые флотилии, скажем так, выгружали в своих резиденциях артефактов и экспонатов, которые потом становятся мировыми, скажем так, звездами музейного дела. Да? То есть экспозиции такие британские музеи и все прочее и так далее. Я понимаю, откуда это такой подход, вот такой хозрасчетный, да, как вы говорите. Вот для календарика сгодится. Вот тебе голову фараона, да, выпустишь календарик. Это как недавняя история Нормально. по поводу клонирования. Вот клонировали этих лютоволков, да, новость сегодня не слушали. Клонировали лютоволков, и у наших генетиков спрашивают, а почему вы не клонируете? Ну, здесь бизнес, наука, здесь бизнес, нужно было сделать хорошую пиар-акцию, да. Мгм. Я понимаю, почему наука сейчас страдает, российская наука страдает, да, то есть сохранить порядки 18 века при финансировании, скажем так, фундаментальной и прикладной науки, да, ну, куда веселее было бы жить представителям науки. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Еще один момент, который я все непременно хотел бы, ну, по аналогии из Камчатской, из Великой Северной экспедиции привести, это все-таки история с Аляской, про то, как мы ее приобрели и как мы ее упустили. Да? Я думаю, людям-то интересно было бы послушать, потому что, еще раз, доказано и участие наших земляков, инородцев. Ну, это такой вопрос, наверное, просто это не совсем наша тема, да, с Сергеем, но тем не менее скажу о том, что опять же подходить с подходов. На тот момент Аляска, результаты экспедиции Беринга, одна из, это было создание российско-американской компании. Все было замечательно, пока до тех пор, ну, пошла торговля, но к тому моменту, когда состоялся момент продажи, Аляска, там не было найдено тех месторождений, которые немногим позже были обнаружены. И для России на тот момент, я читала мнение специалистов, это была очень выгодная сделка на самом деле, потому что... Кусок дальней земли. Потому что Россия, да, она все-таки сидела уже еще на угле очень долго, другие страны уже переходили на нефть, и Россия была аграрная страна. Все-таки в части инноваций, я вот всегда говорю, почему, например,
опять же, другие генетические корни. То же самое, как с наукой, и здесь тоже другие генетические корни. Мой коллега один молодой один раз, вы слышали, говорит, какие народные сказки читают американцы друг другу. Как Янки на тракторе победил Янки без трактора. Это народные сказки народов Америки. Да? То есть инновация, она вот с детства впитывается, как нужно работать. И поэтому Россия тогда в этом плане отставала. Можно сейчас, конечно, по-разному трактовать о том, что Емелина печка, она тоже представляла собой какой-то элемент инноваторства, но тем не менее, да, тем не менее мы тогда отставали, и поэтому для экономики страны это была хорошая сделка. Отрадно, что вообще люди собираются и говорят про то, кому ставить памятник: Петру Первому или Витусу Берингу, его, скажем так, поверенному в деле освоения от Камчатки и дальних территорий, да, или всему отряду академическому, стройной шеренгой, вот так вот гордо в камзолах своих. Было бы классно, кстати, на какой-нибудь площади города Якутска. Вот, арт-объект. Северной экспедиции. Место комара. Город, это городская среда, она должна состоять из неких арт-объектов, символов, если мы говорим о 400-летии вхождения Якутии в состав российского государства, символов экспедиционных вкладе Якутии в освоение народов Якутии, в первую очередь, в освоение Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки. Это должны быть некие арт-объекты, символы, которые напоминали бы молодежи о том, что, как жили наши предки. У меня предложение есть. Да, есть же история с французской статуей свободы, которую хотели то отнять, то верните нам статую свободы. Ну, опять же, тоже поводы недавние, да? Вот в Церетели же есть, Петр, на набережной. Мини-копию, что ли, вот здесь вот поставить, было бы уместно. Церетели был бы рад. Церетели был бы рад, наверное, да, но мне кажется, нужен уникальный памятник, который будет в Якутске. Вообще в Якутске, ну, лично мое мнение, да, несколько перекос, вот говорят, памятников много, да, и ставят, но какой-то перекос 20 века происходит. А как раз вот очень актуальный вот указ о 400-летии Якутска. У Якутска история 20 веком не ограничивается. И вот памятник там, Витусу Берингу, там, может, Витусу Берингу и его сподвижникам. Ну, Витус Беринг тут все равно должен быть как бы на первом месте. Как раз напомнит, возможно, горожанам, что у Якутска там и 18 век был, и этот век напрямую связан там, с общероссийской историей. Тут вот мостик тот же самый, Петр Великий. Да, ну, по 17 веку есть, кстати, памятники, да, у нас, но вот такое вот тоже окно, да, если вот есть памятники по 17 веку, а вот 18 век — это вообще белое пятно. Это... Здесь Беринг мог бы... Да, и проблема вообще это не города Якутска, а Якутии в целом. Порядка 72% всех памятников, которые у нас в наших улусах расположены, это времен гражданской войны. Просто, ну, это, видимо, связано с определенной активностью управленцев того периода, да, когда все-таки определенного периода... Это фактически единственная война на территории Якутии. Да, и я ни в коем случае не умаляю, но тем не менее... Такая более близкая память. Да, тем не менее, они были воздвигнуты все достаточно давно. У нас есть... Я говорю активность определенного периода, а вот то, что сейчас как-то более такое комплексное видение вообще исторической памяти и воздвижение памятников, все-таки политика, она должна быть четко сформулирована и иметь место быть. Если мы говорим об удалении белых пятен, да, вот вы говорите, 18 век — это сплошное белое пятно в части памятников, да? Есть замечательный памятник, на самом деле, 18 века, это Троицкий собор, который пребывает нынче сейчас в стадии недочароита. Да, архитектурный памятник, который мог бы вокруг себя объединить некий такой кластер, да, памятников, в том числе и напрямую связанный с тем же Берингом, потому что Беринг и его соратники вообще 100% в этом Троицком соборе вот непосредственно бывали. Они не могли там не быть, потому что собор кафедральный, самый главный. Вот. И Троицкий собор, он сам по себе тоже памятник, в том числе и в какой-то степени и камчатским экспедициям тоже.
Ну, уверен, конечно. Да, рядом стояло здание воеводской канцелярии, каменное здание, которое, к сожалению, не осталось ничего, где они все работали. У меня на даче кирпичи оттуда. Парочка. Надо будет экспедицию сделать. На на даче. дачу. Не, они такие вот, большие такие здоровые кирпичи, именно, сказать, канцелярии. Там же разбирали в свое время и сказали, ну, забирайте кто как хочет. Да. Были такие. Вообще у нас отношение такое, ну, забирайте. Забирайте. Оно наше, оно ваше, оно ничего. Есть такое. Я еще хотел бы вот поднять вопрос, да, когда, ну, я надеюсь, памятник Берингу и камчатским экспедициям будет когда-нибудь в Якутске, но очень важно, чтобы он с исторической точки зрения был достоверный, потому что тоже, возвращаясь, да, к белому пятну, вот кто знает, как вот люди выглядели в XVIII веке. Беринг, он, между прочим, военно-морской офицер, у него мундир был, униформа, вот как она выглядела. Очень важно техзадание, вот мода, да, того времени, что он мог носить, что не мог. Вот я очень надеюсь, что как бы исполнители, да, консультации памятника, да, будут консультироваться Сергей с Геннадьевич, историками. проходя мимо будущего памятника Витусу Берингу, мог констатировать стопроцентное соответствие с... Что там об одежде, Сергей первоисточник. Геннадьевич, если у нас мы говорили о том, что недавно я видела фотографию с физико-технического лицея, и там портрет Витуса Беринга, который не является Да, таковым. Точно, да. Это вот тоже история с Берингом, с его портретом, когда вот буквально до 90-х годов 20 века Пухленький. портрет Беринга, да, оказался, что это не Беринг, в общем. Самое И до сих пор он используется. Самое интересное, что историк, который сказал о том, что обнаружил, значит, этот портрет, он сказал, ну, а может быть. И при этом он ни в коем случае не претендовал на то, что он просто говорил, ну, нет же у нас отсутствует портрет. Я историк, я так вижу, да? Примерно так. Нет, он сказал, что он обнаружил, он сказал, вот однофамилец, а вдруг, потому что родственные Там связи написано были, Беринг. да. Но он, в общем, не претендовал на истину в последней инстанции, но, тем не менее, он до сих пор вот у нас... А вот, к сожалению, благодаря, ну, интернет — это благо, да, во многом, но во многом это и как бы то, что плодит недостоверные сведения. Вот мало что сейчас ученые, да, и интересующиеся люди знают, что это не Беринг, что Беринг по-другому выглядел, и сейчас есть достоверные реконструкции. А вот кто-нибудь 100 тысяч раз перепостит вот это пухленькое. Да, вот это пухленькое лицо, и все уверены, что это Беринг. Абсолютно не военно-морское, а такое более чиновное такое лицо. Ну, бывали военно-морские офицеры с такими Пухленькие. лицами, конечно, но Беринг выглядел по-другому, это тоже надо учитывать. Спасибо, коллеги, что еще раз мы держим. Есть же наша функция такая, что, по крайней мере, человек там, не знаю, яичницу жаря, да, если услышит сочетание Беринг и его экспедиции, наша задача будет выполнена, потому что век шорцев, да, и прочего вот этого соцсетевого гипербыстромонтажного чтива или как варева, да, хотя бы вот такой длинный разговор про ключевые вещи, без которых невозможно было зарождение, развитие нашего уникального города, который на вечной мерзлоте, единственный город, бла-бла-бла. Те, кто любит город, наверное, зацепятся ухом и, возможно, останутся на нашей кнопке. Вот тогда мы будем считать, что у нас задача выполнена. Согласны с этим? Да. Это программа «Один из нас». Сегодня в гостях у нас представители Якутского государственного музея. Якутского музея. Якутского музея, да. Нашего музея, практически единственного, который занимается историей нашего родного края, Анна Шишигина и Сергей Слепцов. Спасибо вам огромное. Увидимся.